Зачем вы это делаете? Давно не щекотал вам нервы, думаю, пора. Взгляд твой прикован, не нажмешь кнопку назад, значит в обзоре ты готов узреть ужас. В ваших душах силы зла сегодня кружат. Любишь чатиться в сети через веб-камеру, а видел ты хоть раз такое, чтобы сердце замерло? Чтобы твой собеседник оказался жертвой, и через секунду пах, его песенка спета. Это история об одной девушке милой. С виду все было мирно и жила красиво, но все было прекрасно, пока она не начала в онлайне быть по вечерам. По сети изучала поведение людей, кто и как ведет себя при общении с ней. И каждый день у нее сотни новых друзей, и подумать не могла, что увидит смерть. Новый сеанс в онлайне, новый собеседник, но все не как обычно, а началось с истерик. Перед ней девушка стонет от ужаса, рот замотан скотчем, и кто-то ее мучает. Героиня наша стала свидетелем убийства, и теперь ее жизнь на волоске повисла. Убийца видел ее и к поиску готов. Тут и начнется жесть, и прольется кровь. Довольно мрачная и мерзко выглядит картина. Идея тоже хороша среди ужасных фильмов. Иногда страшно, иногда, как всегда, знаешь убийцу и кого убьют сейчас. Больше 7 баллов не поставлю я, и то поднял за идею, скажу не тая. Остальное, как везде, не впечатлило особо, так что решать тебе, в кино идти или дома. Будь на светлой стороне, лишь с нами правда, не поддавайся никогда этой лжи отвратной. Делай все по совести, поступай по уму. Это рэп-кинообзор, этим и живу. Господи, неужели этот же чувак снял Юрский парк 15 лет назад? Не одна, а целых 3 сцены с сусликами. Декорации хуже, чем в телешоу «Зов джунглей». Харрисон Борг, Гэндальф, Владимир Путин, Кейт Бланкетт. И повезло, что позвали. 5 лет прошло, а я все еще зол.